Благотворительность возникает в ответ на нерешенные проблемы, как реакция на беду. А эпидемия – самая масштабная беда, которая случилась с нами за последние 20 лет. Перемены эпохи коронавируса так или иначе затронули всех. Мы живем в новом мире, где главное – соблюдать дистанцию. Безопасное расстояние в 2 метра переросло в дистанцию иную между теми, кому нужна помощь, и теми, кто их поддерживает. На борьбу с COVID-19 брошены все силы государства. Потрачено более 500 миллионов рублей. Вносят свою посильную помощь и неравнодушные люди, общественные организации. Так, руководитель Гудаутского местного отделения Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Амра Лакоя уже более 6 лет занимается благотворительностью, а с начала пандемии оказывает помощь Гудаутскому ковид-госпиталю. За последние 1,5 месяца наличными деньгами мы собрали где-то 3 миллиона 700 тысяч рублей. Это пожертвования наших друзей, наших знакомых, не безразличных к ситуации. Это друзья и родственники главврача, это обычные наши граждане. Большая часть это население Гудаутского района, но и очень многие даже приезжая из Москвы, граждане Абхазии, они заезжают, спрашивают о нуждах и очень часто оставляют деньги, говорят, вот это вам на помощь, на ваши нужды. Социальные сети сегодня – это источник информации, способ общения, способ продвижения и один из главных коммуникационных инструментов современного мира. Именно благодаря взаимосвязям, которые строят и поддерживают друг с другом люди, человечество способно на величайшие свершения и достижения. Открыв официальную страницу Амры на Facebook, мы увидели вместо личных фотографий и историй, например, из жизни, такие посты. Требуются санитарки в ковид-госпиталь, помощник повара или же слова благодарности неравнодушным людям. На счет переведены с первого дня, как я пришла, последний раз пришла сюда, локально писала своим друзьям, это ребята смыровцы мои из пещеры, которые 1 миллион перевели на следующий день, это курорт Прицунда, который 500 тысяч перевел и обещали еще помочь нам с закупкой оборудования еще на 500 тысяч, это Ризинская КПП 200 тысяч рублей, это священная митрополия Абхазии Абдавис Сарсаня, который передал 300 тысяч рублей на сегодняшний день. Я не говорю про помощь медикаментами, продуктами, в районе 500 тысяч ребята привезли. Это ребята ваковцы, это ребята из Сухума, Элисбарсмур, это Сая, Атрушба. Спасибо огромное на самом деле, потому что для нас это большая поддержка, для врачей, для работников больницы, так как в первую очередь это моральная поддержка со стороны общественности для тех, кто здесь находится на протяжении 7-8 месяцев, кто-то 1,5 года безвылазно находится в больнице. Ресурсы врачей, они на самом деле тоже истощены. В течение прошлого месяца, в том числе при помощи благотворительных акций, удалось улучшить условия труда сотрудников больницы и кухни. В частности, была установлена вытяжка, куплена новая печь, кастрюли, ножи. Больница получила в дар различную необходимую утварь. Гуманитарная помощь поступает и сегодня. Это огромная поддержка для госпиталя и в то же время помощь государству, говорит Амра. На протяжении первого месяца, когда я сюда пришла, меня поддержали мои 5 подруг, которые ежедневно приходили сюда по графику, чистили мешками картошку, лук, овощи, нарезали, всячески помогали кухне. Также я опубликовала о нуждах кухни, мы собрали деньги, ребята из премиума, сотрудники премиума подарили нам миксеры, кастрюли. С помощью своих друзей я собрала деньги и премировала работников кухни по 10 тысяч рублей в прошлом месяце. Сделали им комнату отдыха, предоставили им душевую, сортир, предоставили им кондиционеры, кровати, то есть они могут зайти отдохнуть, когда у них есть время между обедом, ужином и завтраком. Те кондиционеры, которые нам подарили, их 12 штук, установлены на кухне, установлены в здании скорой помощи, в инфекции 3 мы установили, в поликлинике Гудаутской мы 1 установили, в приемной, в докторской установили, там, где находятся врачи, где работает медперсонал. Направились в кухню. Именно здесь, не покладая рук, в такую жару готовят еду для ковид-больных. На 100 человек полагается в каждой смене быть 5 человек. Последующие еще 100 человек. По 2 человека добавляется. Нас в смене бывает 5 человек. Но и то мы уже не выдерживаем от температуры, хотя сделаны вытяжки, все. Температура помещения, температура на улице, это все сказывается. С другой стороны, на большое количество. Площадь не позволяет на такое количество, естественно, готовить.
Но война есть война. Сейчас идет биологическая война. С продуктами здесь проблем нет. С поставщиками налажена бесперебойная работа. А в самом госпитале, между тем, до сих пор ощущается нехватка медперсонала и препаратов Актемра и Артлегия. Актемра и Артлегия, которой очень мало. Вообще, в принципе, везде мы скидываемся сами, покупаем, либо родственники, если не могут родственники, огромную сумму выделяются друзьями. То есть большая часть денег, направленных людьми, уходит на закупку этой Актемры для помощи больных. То есть первоначально, наверное, да, острая нужда – это именно Актемра, Артлегия, ну и медперсонал. Амра Лакоева в больнице уже совсем родной человек. Она, как и врачи, на передовой, говорят сотрудники госпиталя. Она вот, находясь здесь в течение дня, мы как уже говорим, что это ее рабочие часы и основное место работы, она находит волонтеров для разгрузки среднего и младшего медперсонала. Вот. Также ею была оказана огромная финансовая помощь на покупку электрокардиографов. Кстати, они заказаны. Государство нам оказывает помощь, и она тоже. Вот она со своей стороны, как волонтер, вот она, так скажем, разгружает и бюджет государства. Могу с очень большой гордостью сказать, что она является не только вот волонтером, но и замечательным человеком, который оказывает не только здесь внутри, но и извне. Если у сотрудников появляются те или иные проблемы, она может просто позвонить, также сказать: вот я здесь, я могу помочь, но я сейчас освобожусь и дальше тоже буду помогать. Неравнодушных людей, помогающих больнице, много, говорит Амра. В их числе Амра Ануа, которая пожертвовала 200 тысяч рублей на кардиограф, закупила питьевую воду, а также инвалидное кресло для отделений ковид-центра. Саид Лолуа 500 тысяч. Нахар Хварцкий закупил холодильники, телевизор, кондиционеры, чайник, кулер. Юрий Хагуш 10 кондиционеров, 2 ноутбука. Гендиректор фирмы «Премиум» Астамур Гагулия выделил 600 тысяч рублей. Роза Харазия и Аида Малия помогли приобрести нужную мебель для госпиталя. Валентина Дзидзария – стиральную машину. Данил Зухба поставляет воду. Тимур Картава пожертвовал 200 тысяч. Тимур Агарба – 50 тысяч. Олег Мукба – 100 тысяч. Даур Тапагуа – 180 тысяч. Саид Званбая – 100 тысяч. Алина Чакрян – 50 тысяч. Саид Чичба – 50 тысяч. Депутаты парламента – 550 тысяч. Представители фамилии Кварчеля собрали 150 тысяч. Тванба – 100 тысяч. Экскурсоводы Абхазии собрали 83 тысячи. Бинур Квирая и Ираст помогли с расходными медицинскими материалами. Арда и Налыпа – медикаментами, средствами по уходу за реанимационными больными, медицинским оборудованием. И не только они. И коллектив абхазского телевидения оказал посильную помощь больнице. Приобрели провизию и различные средства бытовой химии. Ситуация в мире на фоне пандемии показала всем нам, как важно проявлять простое человеческое милосердие. Ведь мир не без добрых людей. Сария Кварцхеля, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.